будет читать. Что-то так спешила, надо было хоть это форму надеть. Надо было захватить с собой. Да, надо было. Мне, наверное, только значок с собой есть. Ну, значок это хорошо. Я приглашала, приходил ко мне Полина Армия, не помню, как зовут. Он приносил тоже такую медальку, показывал. Такой. Да. С медалькой такой приходил. Он говорит, я плохо подготовился. Ну, в принципе, молодец, очень даже ничего так интересно. Тоже говорит, мне бы живую аудиторию. Живой аудитории согласна, что и как-то обратной связи, все прочее. Да, я обычно вот разговариваю, чтобы рассказывать именно то, что было бы интересно. Кто-то же уже что-то знает, кто-то профессионал. Ну да. А завтра вы куда уезжаете? Форум гражданского участия «Мы вместе». Это где? Международный форум в Москве. Ничего себе. Это Надолго? Это самый главный форум добровольцев. Раньше назывался «Добровольцев России». А в этом году он приобрел международный статус. 4 дня. 4 дня? 4 дня. На всю неделю, в общем. Ну, вот. Да, все выходные. Я люблю работать без выходных. Да, серьезно? Нет, конечно, так получается. Уже 2-я неделя пошла просто такая, безвыходная. Ну, вот у нас тоже куча мероприятий, мне говорят, это конец года. Я говорю, у меня такое ощущение, что у нас тут круглогодичный конец года. Так и есть. Но просто сейчас еще надо очень много, необычайно много всяких отчетов писать. Ну, это да, без бумаги никак. Так, ну тогда сначала перейдем на мою. Так. Думает, ну нашу. Общаются между собой? Ну, вот пока только приветствуют. Институты развития. О, технологическое. Ну, наконец-то, Наталья, мы с вами встретимся на вебинаре на этой теме. Я просто проводила для педагогов его, у нас есть систематические встречи с педагогами школ. Вот, я рассказывала там эту тему. Методического объединения. Вот у нас молодежный центр. Мы для педагогов периодически что-то проводим. Это очная встреча. Да. Вот. Она очень хотела, но не получилось. Специально для таких, как она, опознанов, я организовала вебинар. Она тоже не смогла. Поэтому это очень большая возможность встретиться в таком формате, и плюс они могут же потом посмотреть записи кто-то. Ну, тоже, да. О, Ульяна, слышно нас? Очень круто. Наташа, я так рада, что я вас вижу. Почти еще вижу.
Ну, раз нас хорошо слышно, тогда мы ждем вашего участия активного в сегодняшнем разговоре. Вижу, здесь уже есть те, кто профессионалы в своей деятельности и могут поделиться с нами опытом, написать. Так что, наоборот, это очень хорошо. Здорово. 5 минуточек. Расскажите, как ваш день? У нас есть 5 минут, пока мы готовимся. Угу, слышно. Добрый. О, ты бог. Класс. Коллеги, как ваши дела? Как ваш сегодня рабочий день прошел? У нас тут тоже снег, но вроде бы как будто бы немножко тепло. Всего ничего. Там, наверное, +1. Бодрит. Плодотворно загружено. Представляем. У всех тяжелый декабрьский период начался. С 1 декабря уже такой бодрячок. Тогда, пока мы все еще, 3 минутки у нас есть, коллеги, напишите, пожалуйста, у кого есть волонтерское объединение, у кого нет, кто только начал. Вот вижу с управления образования, вот, может быть, у вас есть какой-то интересный опыт. Карткировский район. Вот. Чтобы у нас сегодня было активненько, были бодрячком тоже. Только начинаем работу. Супер. Значит, будет актуальна для вас сегодняшняя информация. Да, еще 2 минутки. Так, а вот так есть? Слышно? Добрый день, уважаемые коллеги. Прошу написать, хорошо ли нас всем слышно, видно нас. Ага, вижу, что слышите, видите. И тогда начинаем нашу работу 15:00. Давайте начнем. Сегодня у нас 1 декабря. И тема нашего вебинара – как организовать проведение Дня добровольца-волонтера в России в школе. В повестке нашего сегодняшнего мероприятия мы рассмотрим 2 очень важных вопроса. Это организация волонтерского движения в школах и волонтерская команда от создания до эффективного управления.
Начну я. Зовут меня Мусанова Елена Семеновна. Работаю старшим методистом в Коми Республиканском институтом развития и образования. Все более важное место в системе современного воспитания детей и молодежи занимает добровольчество, волонтерская деятельность. Для детей это не только приобретение каких-то коммуникативных навыков, но и также поиск своих единомышленников, причем при очных встречах и также встречах онлайн. В последние годы довольно-таки большой накоплен опыт на развитие детско-юношеских общественных организаций, волонтерских центров, в системе общего и дополнительного образования детей. Складываются инновационные модели взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций со школами и колледжами, как на федеральном, региональном и также на местном уровне. И так, 5 декабря у нас официально отмечается в нашей стране День волонтера, День добровольца. Полное название данного праздника – это Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития. Я бы хотела заострить свое внимание в своем выступлении на том, что при подготовке к данному мероприятию в школах вы можете обратиться на сайт Коми Республиканского института развития образования, портал «Календарь образовательных событий», где размещен материал как в форме занятий, так и видеоматериал, который вы можете применить в своих мероприятиях, при подготовке своих мероприятий. Причем вы можете взять как отдельные элементы какого-то занятия, так и в целом все занятие, все мероприятие. В зависимости, конечно, от того, какие вы будете решать социально-педагогические задачи. Теперь давайте переходим непосредственно к заявленной нашей повестке. И опыт своей работы представит нам. Я думаю, что сами представитесь. Да, я только скажу, что это вопросы, как пройти полный путь в школе от создания волонтерской команды до ее эффективного управления. Итак, передаю слово Япуш Ульяне Владимировне, уже проговорю тогда, руководитель ресурсного центра добровольчества города Сыктывкара. Итак, Ульяна Владимировна, пожалуйста. Спасибо. Можно обращаться ко мне, Ульяна, и также писать в комментариях, да, вот здесь в чате, чтобы я могла оперативно отвечать на ваши сообщения. В общем, сообщение начинает, да, Ульяна и вопрос, и тогда я точно буду его видеть. Так, я могу открыть презентацию, да? Так, вот здесь. Супер. Так, видно ли заставочку? Давайте тоже. 43-я школа, прекрасно. Так, супер, все, видно, отлично. Да, хотела сегодня вам рассказать о волонтерской команде, от чего стоит начать. Это для тех, кто совсем... Да-да, всем привет, с наступающим праздником, действительно. Хотелось бы рассказать о том, с чего начать вот прям с самого-самого начала, можно сказать, практически с идеи, потому что, конечно же, волонтерская команда и создание ее будет зависеть в большинстве своем от вас, ну, от как руководителей, да, кураторов добровольчества, как они называются в федеральном законе. Поэтому мы будем говорить, начнем с этого, но те, кто у нас уже здесь, я вижу, профессионалы, кто 5 лет волонтерским организации курирует, она существует, конечно же, мы поговорим о некоторых советах, которые могут вдруг вам помочь или может доработать вашу классную систему управления. А может, вы вообще напишите, что у нас все намного круче, и мы, конечно же, об этом узнаем и почитаем, и поделимся. Так, переходим. Значит, с чего стоит вообще самого первого? Это, конечно же, с целеполагания. Без цели невозможно вообще осуществлять никакую свою деятельность. Это всем понятно, это очень очевидно, но, к сожалению, очень многие забывают об этом, когда только начинают свою волонтерскую деятельность. То есть мы хотим, например, да, мы хотим что-то сделать, но не знаем что, или вот у нас есть какой-то... Так, плохой звук. А сейчас? Или мне говорить может помедленнее? Так, попробуйте. Напишите, Елена Валерьевна. Все хорошо. Замечательно. Поэтому в первую очередь надо начинать именно с цели. Мы ее проставляем себе и обозначаем в первую очередь.
Обязательно еще оговорюсь об этом чуть позже, но сейчас уже тоже внесу этот момент ясности, что с моей точки зрения, да, как тоже некого куратора добровольчества, в том, что цель лучше и вообще все это делать вместе со своими, назовем их юными коллегами, если они юные, у кого-то, может, просто серебряные волонтеры, ну, мало ли, да, разные у нас все-таки волонтерские объединения, или в них присутствуют, например, педагоги, да, поэтому в любом случае со своими коллегами по работе тоже стоит уточнить цель вместе. Так будет более правильно, и, конечно же, это будет логично и функционально, эффективно. Думаю, с целью мы здесь не будем долго останавливаться. Кроме того, что цель должна быть лаконичной, очень понятной, она должна быть понятна не только нам с вами, да, как профессионалами этой деятельности, кто по своим там некоторым функциям исполняет эту обязанность и точно знает, что такое добровольчество, волонтерство. Поэтому здесь нам надо сделать ее более понятной и доступной для всех остальных, чтобы когда мы с вами говорили о том, что моя цель такая-то, никто не спрашивал, а что такое волонтерство, а что такое благополучатели, чтобы было точно и четко понятно для всех на доступном языке. Так, переходим к следующему. Это, конечно же, задача. Задача – это у нас уже конкретизация цели, шаг на пути ее достижения, как написано у нас на слайде. Тоже здесь все должно быть понятно, точно и лаконично. Обязательно каждая наша задача должна быть реализована в конкретное время. Например, если мы говорим, что наша цель – это, не знаю, там, развитие добровольчества в школе номер 5, то, соответственно, да, у нас должны быть шаги по ее реализации. Хотя это, наверное, не очень красивая, конечно, цель. Вот. Ну, то есть у нас должен быть шаг. Как мы это делаем? В первую очередь мы делаем там вот это, другую вот это. И обязательно, что это, наверное, должно быть у любой нашей деятельности, я сейчас про цели, да, уточняющие нашу цель, задачи, уточняющие нашу цель, должны быть, опять же, понятны, доступны, и, конечно же, они должны нас мотивировать что-то делать. О силе мотивации мы говорим чуть-чуть попозже. Давайте мы будем сразу прерываться на вопросы. Насколько это понятно, может быть, стоит чуть более подробно разобрать, или здесь у нас все очень просто, занимаемся социальным проектированием, и постановка целей и задач для нас это не проблема. Коллеги? Потому что здесь все понятно, да. Скорее всего. Угу. Да. Да, ну, я тоже думаю, что все очень понятно. Понятно, пишешь, что понятно. Так, все здорово, классно, что все понятно. Значит, еще, да, упоминание, что обязательно должны быть ясными, емкими, короткими. Желательно там в одно предложение, да, сложно сочиненное максимум, там, сложно подчиненное, чтобы оно было не очень большим и не емким. Всем должно быть оно понятно и доступно. Следующий наш шаг – это организационная культура. Организационную культуру – это мы к ней переходим после того, как мы определили цели, задачи, деятельность волонтерского отряда и организационная культура. Мы о ней с вами должны поговорить с точки зрения того, что она в себя включает. Например, она в первую очередь себя включает. Может быть, у вас это будет положение есть или будет, да, положение или устав. Опять же, такое было бы классно, если бы все это дело совместно с самими волонтерами-добровольцами, которые есть в вашей организации, или активистами, которые уже готовы принять участие в ваших волонтерских объединениях. Поэтому здесь очень тоже важно с ними поговорить, чтобы у вас было точно, четко прописано ваши цели, задачи, то, как вы это выполняете, как понимаете. Опять же, при правильной постановке, да, понятно, что добровольчество – это очень широкое понятие, в нем очень много разных направлений, например, это социальное, культурное, волонтеры победы, волонтеры-медики, поисковые отряды и много-много чего. И понятно, что все это мы, даже если бы очень хотели, не можем охватить.
вот как раз здесь, например, в уставной части или в уставе, ну, в положении, было бы хорошо прописать и оговорить то, каким направлением конкретно мы или наше волонтерское объединение будет заниматься. Например, что наш волонтерский отряд, не знаю, там был какой-то классный волонтерский отряд, я, правда, забыла уже название, но пусть будет какой-нибудь отряд «Дружба». Вот, что мы занимаемся экологическим волонтерством, потому что мы собираем батареечки, крышечки, кормим птичек, и, например, социальным, потому что мы помогаем бабушкам покупать продукты в всероссийской акции «Мы вместе», например. Вот, мы определяем для себя то, что будет для нас доступно, понятно и, конечно же, как удобно, наверное, эффективно для нашего выполнения, вместо того, чтобы распыляться на много разных направлений. И вот в этом должна быть обязательно часть организационной культуры. То есть она должна у нас быть, так сказать, формальная и неформальная. Вот это как раз часть формальной нашей структуры. Переходя к неформальной части, то это у нас уже с вами корпоративная культура. Опять же, было бы классно, если бы все вместе устанавливали свои какие-то ценности, да, определяли для своего волонтерского объединения вместе со своими юными коллегами, что вот у нас ценности там такие-то, да, миссия у нас такая-то. Думаю, подскажите, стоит ли определять миссию от цели, чем они отличаются, более подробно, или тоже тут все понятно? Так, чуть-чуть подождем, пока напишут. Понятно. Здорово. Вот. Супер, классно, что к нам подключается. Все, класс, здорово. Да, что... То есть, когда мы говорим о миссии, это у нас что-то совсем глобальное, невероятно, не знаю, просто что-то невероятное, что мы хотим сделать мир лучше. Но понятно, да, что в условиях школы, учебного заведения это сделать сложно. Поэтому начинаем с чего-то малого и начинаем, конечно же, с себя. Про себя мы тоже с вами поговорим обязательно. Еще что стоило бы сделать в корпоративной культуре, да, это определить ценности, которые для нас важны. Например, для нас очень важна ценность слышать или быть услышанным, понимание, эмпатичность. То есть тоже зависит от вашего направления. Я скажу чуть-чуть за себя, что когда я пришла в добровольческое объединение, это было в университете уже, то например, у нас была ценность, что мы обязательно должны друг друга поддерживать. Вот, что бы ни случилось, какая бы история с нами ни произошла, мы должны друг друга поддерживать и заменять. И точно так же у нас, например, это уже переходя к следующему, да, пункту нормам правила поведения, которые также можно было бы обговорить вместе со своими добровольцами. Это, например, что если мы работаем с категорией люди с инвалидностью, соответственно, мы и должны знать правила поведения вместе с этими людьми, то, как, например, что человек, да, с инвалидностью на коляске, что стоит немножко опуститься, да, чтобы наши глаза были на одном уровне, не стоит там трогать коляску. То есть такие некие понятные вроде бы как нормы для нас с вами, возможно, да, но не совсем понятны еще для других ребят, или которые только-только пришли. Вот поэтому здесь это очень важно. Конечно же, вот это все это объединяется в такую некую большую единую философию между всеми членами команды добровольцев, чтобы для них это было понятно, и каждый новый приходящий участник волонтерского объединения знал уже, как выглядит вот этот человек внешне. То есть вы, конечно же, как лицо своей добровольческой организации, объединения, возможно, это будет, не знаю, там, в РДШ есть гражданская активность, да, у вас там есть в школе лидер, и вот что он будет вот этим лицом, он будет лидером волонтерского объединения, и вот он должен представлять собой вот в первую очередь, да, совокупность вот всего вот этого, быть символом волонтерства, гражданской активности и знать вот эти все ценности, да, нести уже другим ребятам.
ну, это если говорить уже, наверное, больше о преемственности, что было бы, несомненно, тоже очень здорово. Так, насколько здесь все понятно, коллеги? Тоже подождем немножечко. Чуть-чуть там. Так, понятно. Так, угу. Еще может быть. Так, понятно. Все, здорово, хорошо. Немножко, наверное, хотелось бы... Сейчас я гляну. Следующий слайд соответствует. Ага, да, вот. Еще тоже о символике, философии, о том, что волонтерская организация должна быть... Это работает еще и на психологическом уровне, да, и не, в том, что если люди как-то выделяются, не только, так сказать, внутренне, да, своей философии, то и внешний их облик должен быть как-то их объединять или выделять среди остальных. Это, конечно же, тоже привлекает очень много внимания для остальных ребят, которые видят, что вау, классно, эти ребятки, они ходят, не знаю, там со значком, я сегодня без бомпера, ну вот, например, в бомпере или еще в чем-нибудь, там, не знаю, в каком-то ярком цвете, каком-то особенном, не знаю, там с ленточкой в волосах какой-то особенной или на рюкзаке. То, что было бы, то, что выделяло бы их из толпы, из остальных ребят и давало некую привилегированность. Зачем это нужно? Чаще всего, да, какие-то такие вещи, которые находятся в небольшом, как бы сказать, коллективе, да, показывая элитарность, всегда хочется принадлежать тоже этому классу, этой группе, поэтому здесь мы работаем именно скорее такой еще на психологическом уровне. Ну и, конечно же, когда проходит некое ваше мероприятие, не знаю, например, там 1 сентября или посвящение там в какой-нибудь парламент, ну, самоуправление, да, школьное, то было бы классно, если бы ваши волонтеры, участники имели какую-то атрибутику, символику, сразу было понятно, кто это, и что они здесь делают. Ну и, конечно же, вот вместе с их вот этой философией и духом, который они несут среди других, да, то было бы, конечно, тоже очень здорово и классно. Традиции, вот, это тоже объединение уже вашего коллектива ребятам. Так, давайте я пока рассказываю, пожалуйста, напишите, какие традиции есть у вас, или вы знаете каких-то классных традиций, которые вы хотели бы перенять к себе, например, в волонтерский отряд, а я пока чуть-чуть раскрою. Например, в моем волонтерском объединении, в которое я пришла, у нас была традиция, на каждый примерно раз в 3 месяца мы собирались общим коллективом, у нас было собрание, но оно было вот именно что неформальным. Формально было, можно сказать, 1 раз, 2 раза в год, да, это первое, когда мы принимали волонтеров, и последнее, когда мы уже их, так сказать, заканчивали свой классный год, подводили итоги и награждали выпускников. Вот. И об этом же традиции. Так, не вижу, чтобы кто-то писал. Коллеги, пишем о традициях в своих образовательных учреждениях. Очень хотелось бы о них узнать. Угу. Помолчать надо. Ага, еще нет традиции. Вот, а так. Вот, тогда подсказываем, да, ближайшее, что самое простое, это посвящение волонтера, да. Так, ежегодная ученическая конференция с отчетом о работе, да, тоже классно, такое больше формальное мероприятие, а волонтеры, ученики там являются организаторами или они просто участники, это тоже очень важно. Чаепитие, да, чаепитие, вот, это самая простая и классная тема вообще, обожаю. Чаепитие, это вообще супер, это как раз о том, что вот неформальные встречи, они очень нужны, ну, как и формальные, так и неформальные, да. Встреча вместе с вами, чтобы они увидели, ну, опять же, от вашего желания, хотите ли вы быть их лидером или больше куратором, посадка деревьев выпускниками, классно. Вот это прям, мне кажется, очень монументальная традиция, и было бы классно, да, если, например, садят там 10-й, 11-й Б,
11А, и еще волонтерское объединение, выпускники там, 2022 года. Да, это было бы тоже очень классно, и можно было бы со временем увидеть, сколько все-таки вы сделали за это время. Вот, поэтому есть от самых простых форм, да, таких как чаепитие, где вы попили чай, пообщались, тоже об этом еще попозже поговорим с вами, о том, как стоит общаться, или, может быть, есть какие-то интересные советы от, не поверите, от крупных организаций, например, таких как Microsoft. И вот так, экологические акции. Экологические акции. Кстати, помощь пожилым. Ага. Кстати, об экологических акциях тоже в экологическое направление входит и зооволонтерство, например, совместно там раз в месяц волонтерским отрядом выезжать в приют для собак, например, да, или отвозить им корм, тоже было бы классно. Ну, то есть они вместе и поработали, и вместе подружились, такой тимбилдинг еще, да, помощь пожилым людям. Да, очень много разных, и не вот по разной степени трудности. Думаю, что здесь тоже нет слишком сильных каких-то проблем и задач. Главное определить, возможно, посоветоваться со своими коллегами, я имею в виду, да, волонтеров, о том, какие бы традиции они хотели принести. Может быть, начать их прям, не знаю, когда у нас пятница, через 2 дня, да, через 3. Вот, и прям взять и начать это делать вот совсем вот быстро, скоро. Так, постройки ледяной горки. Да, почему бы нет? Вообще классно. Мне кажется, это действительно интересно. Надо со своими коллегами попробовать построить ледяной горки. Мы сейчас еще вместе, знаете, с ними что делаем? Мы снимаем тиктоки. Немножко современности есть, да, и вот можно еще вместе снимать тиктоки какие-нибудь забавные. Так, и переходим к истории объединения. Вот это как раз и о деревьях, да, посадке деревьев, о том, что вот есть некие у вас заключительные мероприятия, это сохранение и преемственность. Опять же, очень интересная и классная система у российского движения школьников, да, что есть у них лидер там, из старших классов, да, который отвечает за направление, и он постепенно себе как бы находит какого-то более юного человечка, который тоже, эта сфера ему интересна, и он бы хотел в ней развиваться. С волонтерским объединением было бы также классно в вашей школе, да, или опять же с гражданской активностью направления, что понимаем, да, что чаще всего педагоги занимаются, один и тот же человек занимается всем этим, поэтому здесь ничего страшного нет, если это будут какие-то объединения, ну, российского движения школьников, там, волонтерство, не знаю, юнармии и так далее. Здесь нет никаких проблем, просто важно, да, что у вас было какое-то место, фиксация вот ваших крупных, интересных событий или знаковых, что вот там, 2000, не знаю, там 5 лет назад, да, в 2016 году вот это был первый состав ребят, они решили помогать, и вот они первый раз там поучаствовали в таком мероприятии, вот с тех пор они решили, что теперь мы будем вместе проводить мероприятия. Так, продолжаем общаться в чате, пишем о своих исторических датах, о том, что если у вас стенд какой-то памятный, может быть, или история, может быть, вы ведете альбом с фотографиями, может быть, у вас Google диск, не знаю, ну, мало ли, да, всякое может быть. То есть некий полочка с наградами, например, что-то такое, что показывает то, как долго ваше движение развивается и двигается. А для тех, у кого только-только начинает ваше движение развиваться, это повод начать это делать, да, вот какой-то стенд, газету, не знаю, там, ну, то есть все формы зависят, конечно, от желания вас, ваших ребят, чем они хотели бы заниматься. Вот тоже скажу за себя, вот сейчас я уже сегодня ровно год, как я работаю руководителем ресурсного центра добровольчества, и я только в этом, ну, как бы вот только вот в сентябре оформила стенд с какой-то памятный, потому что мне тоже очень хотелось бы, чтобы приходящие к нам в центр ребята, и не только ребята, да, серебряные волонтеры, рабочая молодежь, видели
сколько всего происходит в центре, чем бы они могли заняться, что им было бы интересно, какие направления они бы хотели посмотреть, почувствовать, попробовать. Так, в музее оформлены экспозиции, награды, мерч с разного уровня мероприятий, атрибутика. Вообще, это классно. Вот, я хочу так же. Вот, мне очень хотелось бы, да, чтобы у меня в ресурсном центре было так же. Поэтому вообще это очень-очень здорово, мне кажется, это действительно показатель. Здорово. И переходим дальше. Так, переходим, можно сказать, что мы закончили с блоком таким официальным оформлением документов, каких-то там ведением положений, планов, и переходим уже к объединению и набору волонтеров. Конечно же, вы в своих учреждениях сами лучше знаете, кто там активничает, кто не активничает, да, и для вас, естественно, набор и отбор волонтеров это немножко не так работает, как, например, это работает для меня или, может быть, для там, управления образования, которое, вот, видела, у нас присутствует. Конечно, все это зависит от вашего уровня. Но, опять же, здесь мы говорим о желаниях самих ребят, о том, что бы они хотели увидеть или услышать, или попробовать. Если кому-то нравится там, вести мероприятия, почему бы не попробовать себя, да, в сфере культурного волонтерства, посмотреть, как создаются мероприятия на уровне там, уже муниципалитета, например, а не только образовательной организации, или региона, вполне возможно. То есть дать им возможность. Мы с вами это люди, которые должны дать возможность и как бы курировать, наверное, да, немножко. Ну, хотелось бы, конечно, чуть больше лидерами быть, чтобы они шли за нами, но иногда можно и давать им больше свободы и не обижаться, если они участвуют, да, в каких-то других мероприятиях. У нас, например, в Сыктывкаре есть Центр спортивных волонтеров Республики Коми, и когда мои волонтеры идут туда, я только за, потому что почему бы нет, они попробуют себя в новом направлении, посмотрят, что это такое и как это выглядит. Да, в ваших муниципалитетах или районах, да, это выглядит по-другому, но все-таки думаю, что там происходит не меньше классных событий интересных, где можно дать, попробовать им поучаствовать или почувствовать вот этот отбор. Например, напоминаю, да, о сайте dobro.ru, это единая информационная система вообще всех волонтеров России и не только, поэтому очень важно там быть зарегистрированным, самим зарегистрировать там свою организацию, чтобы иметь возможность проставлять часы, чтобы ребята могли зарабатывать себе часы, да, это уже немножко о мотивационной такой составляющей. Так, создание команды тоже здесь есть, да, у вас есть уже, я уверена, что либо у большинства есть какой-то некий уже костяк ребят, которые действительно классные и здоровские, и здесь вот опять же применяем систему уже наставничества. Это вот, наверное, следующий шаг после того, как уже вы создали организацию, команду, вот она там некоторое время проработала, вот следующий шаг – это, конечно же, наставничество. Так, переходим к следующему нашему слайду. Ваша роль, конечно же, очень важно, это вы, вашей организации. Вы как лидеры, как кураторы, как менторы, не знаю, там, как буферы между кем-то и кем-то. Очень важна ваша роль. И то, как вы будете себя позиционировать, также, ну, то есть, если мы позиционируем себя как лидера, как свой в доску, то мы, соответственно, с этим и, ну, то есть, ведем себя, да, просто кому-то нравится чуть более такой назидательный, да, позиция. Коллеги, на ваш вкус тоже давайте почитаем, послушаем вас, кому больше нравится находиться в какой роли в своей добровольческой организации или среди своих активистов, потому что, на самом деле, это было бы интересно нам, да, услышать, что вы думаете. И, конечно же, так, ваша роль в вашем объединении, как вы себя ощущаете или как вы хотели бы, чтобы вас воспринимали ваши ребята.
Наставник. Угу. Наставник все-таки больше, да? Может быть, друг, может, коллега. Угу. Так, воспринимает как организатора. Воспринимают как организатора, а вы хотели бы, чтобы вас воспринимали как-то по-другому? Или так же? Так, старший товарищ, класс. Угу, старший товарищ. Так, старший товарищ. Угу. Так, хорошо. Угу. Все, тогда я поняла. Просто очень интересно услышать мнение, потому что это всегда разные мнения. И, конечно же, оно не хорошее, не плохое, это ваше мнение. Здесь нет ничего страшного, что там как-то вы видите себя так, а кто-то видит себя по-другому. Наоборот, это очень интересно, здорово. И потом, когда мы делимся, да, опытом и видим, как у кого дети, да, там выступают или защищаются, например, на конкурсе, не знаю, там у нас был конкурс «Лучшее волонтерское объединение», сразу видно, да, какую роль исполняет руководитель. Но, возвращаясь к руководителю, очень важно, чтобы вы заботились о себе. Это то, о чем мы очень редко говорим, но это очень важно, что в первую очередь вы есть у себя. Такой маленькая психологическая, да, тренинг, разгрузочка. Обязательно, потому что вы мотивируете всех остальных. Если вы в этом не замотивированы, то никто другой не сможет их замотивировать. Ну, то есть, там, раз старших товарищей, да, значит, ваших младших товарищей. Поэтому здесь очень важно, чтобы вы сами действительно любили то, что вы делаете, и вам хотелось это делать. Понятно, что очень сложно быть постоянно в ресурсе, все время вот испытывать эти положительные эмоции и отдавать их детям. Но мы стараемся об этом не забывать и не забывать о себе. Поэтому если чувствуете, что вам нужно отдохнуть, отдохните. Если чувствуете, что вам нужно перезагрузиться, перезагрузитесь. Хотите попробовать какое-то другое направление, попробуйте. Здесь нет ничего страшного. Очень важно, это очень важно, чтобы вы о себе заботились. Потому что вы и только вы организуете работу так, чтобы ваш коллектив работал. Поэтому если у вас будет плохое настроение, у вас не будет сил, то, соответственно, и ваш коллектив не будет работать. Поэтому мы не забываем о себе ни в коем случае, любим себя, таких классных, таких здоровских старших товарищей, друзей, наставников, и все, заботимся о себе. Важно, не забываем. Все, это очень важно. Так, переходим дальше. Это то, что нам советуют, я вам сейчас даже скажу, как это называется. Это заповеди руководителя волонтерского отряда от методички, если, да, желающие, я вам вышлю эту методичку, в которой все это прописано. Это методичка руководителя волонтерских отрядов, это Московского центра волонтеров. Она, конечно, классная в какой-то степени, но мне кажется, что вы, как большинство из вас, педагоги, да, или люди, работающие с детьми, с людьми, вы все это очень знаете хорошо, и для вас это все понятно. Я не вижу здесь логики, да, или какой-то сильной потребности разбирать эти заповеди. Вы можете их просто вот посмотреть, такие, ну да, я молодец, я соблюдаю эти заповеди, они классные. Здесь ничего нового, ничего интересного. Поэтому я предлагаю перейти к вещи, которые я считаю очень классной. Это совсем другая часть, так сказать. Вот здесь пойдут такие небольшие советы для тех, кто уже, может, давно на волонтерстве подойдут, и для тех, кто только начинает и продолжает свой путь. Эти советы – это разных людей. То есть, например, вот этот совет – это у нас менеджер из Фейсбука. Здесь мы говорим, конечно же, о лидере. То есть смотрите в зеркало, создавая культуру компании. Здесь вот есть вопросы, которые вы можете на них ответить. И то, как вы на них ответите, создает ваш образ и образ вашей команды.
Например, давайте пишите свои ответы хотя бы на первый вопрос. Давайте посмотрим так. В чем ваши сильные стороны? Объясняю, в чем история. Если, например, моя сильная сторона – это ответственность, то все мои ребята видят, что я ответственная, что я прихожу вовремя на мероприятия, что я прихожу всегда на материал с готовыми материалами, что вот мы пришли там на квест, не знаю, волонтеров Победы, вот они уже пришли и знают, что им нужно делать, они были заранее к этому подготовлены, то и создается эффект того, что они стараются придерживаться этой позиции, потому что они продолжают мою политику, и, соответственно, это видят все вокруг, и это выстраивается вокруг нашего объединения так, как мы себя видим. Поэтому, да, широкий кругозор, да, вообще здорово, очень круто, активная, дружелюбная, ответственная. Боже, какие вы прекрасные, все правильно, все правильно. И вот это нужно проецировать. Мы это проецируем, и ребята за нами копируют. Следовательно, мы так создаем свой образ. Это очень важно. И здесь мы переходим еще к одному слайду, который тоже продолжает эту тему. Так, нет, наверное, сейчас я пролистаю чуть-чуть вот сюда. Нет, даже не сюда. Так, ладно. Значит, я закончу эту фразу здесь. История. В чем здесь еще такая суть? Вот можете написать тогда, в чем вы еще плохи. Я, например, плоха в том, что я люблю все. Мне нравится движуха, поэтому я бегу везде участвую. Вот это мой грех. Вот. И поэтому мои волонтеры тоже везде участвуют. Надеюсь, мы стараемся это увести не просто в количество, а в качество. Так, ну, о чем здесь еще речь? Если мы с вами говорим, что они проецируют наши позитивные качества, сильные стороны, то точно так же происходит и со слабыми сторонами. Например, если мы сидим на собрании, и я там говорю, что вот эта бабушка всегда так плохо нас принимает, вот так не люблю я к ней ходить, вот носить ей продукты, кто понесет? Ну, соответственно, да, кто понесет ей продукты? Никто, потому что все знают, что вы не любите эту бабушку, она вам не нравится, и никому она не будет нравиться. Поэтому здесь мы сами создаем проблемы. Прям как камень в воду и круги по воде. Мы его бросили, какую-то фразу, даже могли не заметить о том, что мы это сказали, или сказали это где-то там между собой, между строк, да, но они это услышали, почувствовали и приняли. То есть то, что мы с вами говорим, как позитивного, так и негативного, складывается на их представление о нас, об них и об образе нашего волонтерского объединения. Поэтому здесь, как бы нам не хотелось, да, быть открытыми со своими, да, юными коллегами, очень важно, чтобы мы тоже понимали, что когда мы говорим такие вещи, они их проецируют на себя. Поэтому здесь, конечно, в некоторых случаях стоит себя там попридержать и подарить чуть больше позитива и тепла, чем, возможно, хотя я уверена, что вы и так это все прекрасно делаете, особенно те, кто сегодня у нас активничает в чате. Вообще красавчики, кайфовские, я прям уверена. Обычно все, кто активничает вот в чатах, в вебинарах, отвечают, задают вопросы, это педагоги, которым не все равно, и им обычно это нужно, и мне очень радостно, что вы здесь есть. Вообще классно, пышечка. Так, продолжаем. Создаем ценности команды вместе. Это мы уже об этом поговорили. Думаю, что здесь тоже нет ничего сложного. Можете здесь также ответить на вопросы. Например, вот первый. Во что верит ваша компания? Ну, здесь компания. Почему написано компания? Потому что это тоже слова... Так. Это у нас руководитель, один из продюсеров Netflix, поэтому здесь компания. Мы с вами сегодня занимаемся таким менеджментом. Поэтому здесь слово «компания», но понятно, что это ваша организация. Здесь замени любое слово, и все равно будет понятно, что происходит. Да? А ваш продукт – это тот результат, к которому вы стремитесь.
Вот, поэтому жду от вас ответа, во что верит ваша организация и по каким правилам живет. Здесь тоже, например, я в своих презентациях обычно, ну, когда хожу с добрыми уроками, да, рассказываю о добровольчестве, у меня есть последний слайд, на котором написана наша цитата, который, так, не цитата, да, наш слоган, которым пользуется наш ресурсный центр, это «Всегда есть время для добрых дел». Поэтому мы вот стараемся нести это в массы, и сами в свободное время, ну, у нас небольшой центр, я и мой коллега, мы стараемся в свободное время тоже делать добрые дела, несмотря на то, что как будто бы это уже моя не профессиональная деятельность, а уже именно волонтерская. Я продолжаю быть волонтером, обычным волонтером, несмотря на то, что я там куратор волонтерства. Ходить даже на мероприятия, помогать, и мне это нравится, я до сих пор с этого кайфую. Так, верим в добро, отзывчивый, живем правилам «не навреди», добро спасет мир, классно. Верим в то, что мы несем добро людям. О, как душевно. Быть неравнодушным. Вообще, я недавно поняла, какое красивое слово «неравнодушным». Не замечали, какое оно необыкновенно красивое? Хотя, казалось бы, такое громоздкое, да, но такое красивое. Да, вообще здорово. Неравнодушие равно добро. Твори добро бескорыстно. Вообще просто действительно сразу видно. Добрые люди. Класс, кайфовый. Да? И вот этот цвет, видите, вы несете его, ваши ребята, его продолжатели, и мы все точно знаем, что вы там сидите и, возможно, в этот момент одним, конечно, ухом слушаете нас, другим ухом слушаете своих маленьких коллег, но зато вы делаете добрые дела. Быть полезным людям. Да, здорово. А внутри, правда, тепло ведь сразу становится, когда чувствуешь свою полезность для других. Сразу так тепло и хорошо. Спасибо вам большое за ваш труд, а мы продолжаем. Тут, кстати, на слайде есть классная история, она, правда, очень кратко, да, организация, где люди наклоняются, как дома, чтобы подобрать мусор, который они видят. Это, опять же, о том, что мы транслируем, о том, как будет вестись наша команда. Поэтому здесь мы с самого начала, ну или, да, когда мы уже проходим какой-то этап, что мы понимаем, что надо что-то менять, мы придерживаемся сами своих же правил, ну или правил нашей организации, да, и поступаем в соответствии с ними. И тогда у нас не будет никаких непоняток, там, разных представлений, все у нас четко и понятно. Так, хорошо. Используйте силу обратной связи. Здесь вообще тоже очень крутецкая штука. Очень важно, чтобы мы умели собирать обратную связь. Например, тоже расскажу про свои, там, очень много лет назад, когда я была студентом, мы ездили в психоневрологический дом-интернат с мероприятием, и после того, как мероприятия заканчивались, мы садились в автобус, ехали обратно в университет. И вот в этот момент все волонтеры брали по конфетке из шапки, и тот, кто берет конфетку, должен был сказать, что с ним произошло за вот это мероприятие. И вот ты рассказываешь, что ты познакомился там с таким классным, не знаю, там, ребенком, у которого такая есть классная мечта, там, не знаю, увидеть море, например, и что ты нарисовал вместе с ним вот это самое море. И он был так рад и так счастлив, и мне так сильно это понравилось, что я хочу принять участие в следующий раз. Что мы узнали? Мы узнали из этой фразы, что человек получил обратную связь, у него случился коннект с человечком, который находится в, благополучатель, да, и что ему это понравилось, и он готов участвовать дальше в мероприятиях. Соответственно, мы уже берем его в обиход, смотрим, да, и в следующий раз, если вдруг кто-то не откликается на нашу волонтерскую вакансию, да, или видим, что там почему-то тишина, мы отправляем ему это лично, потому что знаем, что ему понравилось, и было бы классно, если бы он к нам присоединился. Здесь у нас такая история. То есть обратную связь нельзя недооценивать.
Точно так же на чаепитии мы собрались, поговорили о том, как прошла их неделя, что у них там случилось, что было классного. И, конечно же, мы рефлексируем не только с ними и ребята над собой, но и сами, как руководители, как лидеры. Например, вообще удивительная история. Я знаю, что в Сыктывкаре есть несколько образовательных организаций, где так делают. Надеюсь, что это пойдет в массы, да, потому что рефлексировать нужно и над собой тоже. Я тоже стараюсь придерживаться этого правила. Надеюсь, у меня это получается. Например, мы с вами собрались, да, на какое-то мероприятие, там, собрание наше годовое, последнее, вот мы подводим итоги, что у нас есть такие классные ребята, есть такие там, мероприятия прошли, еще что-нибудь. Я говорю, что вот я хотела бы, чтобы это выглядело вот так вот, и в следующий раз мы бы это сделали. Насколько там это понятно и доступно для вас? Или вы бы хотели это сделать по-другому? Или вам не понравилось, что, например, там, в такой-то ситуации я повела себя так. То есть получаем обратную связь не только об их функциях и работе, но и о своей деятельности тоже. Потому что это важно для нас, для рефлексии, это важно для них, потому что самое худшее, что может сделать руководитель, это обесценить труд другого. Поэтому здесь мы ни в коем случае этого не делаем, мы внимательно слушаем, говорим, что бы там ни случилось, ты был классным, ты сделал очень важное дело, очень доброе и суперское. Тоже вот вопросы на слайде нам помогают, а мы переходим к следующему. Сделайте так, чтобы люди любили ходить на работу. Ну, понятно, что работа у нас здесь это волонтерство, да, или какая-то другая социально активная деятельность. Вот это как раз то, что мы немножко об этом уже затронули в предыдущем слайде. Это обезличенность, когда мы говорим, что, ну, вы все сегодня молодцы. Понятно, что в своих коллективах вы знаете, кто, какой, за что отвечал человек, да, какую функцию выполнил, насколько хорошо он ее выполнил. И здесь очень важно вот сказать, что ты вот сегодня, там, Маша, ты была интересно, ты выразила свою мысль, это хорошо, мне понравилось, я рад, что ты приняла в этом участие. Ваня, мне здорово, что ты вот сегодня так хорошо пообщался, смог скоординировать ребят, хотя они потерялись, вот у тебя это получилось. Там, Петя, спасибо, что ты смог собраться в самый последний момент и действительно поддержать нашу команду. Вы знаете свою команду лучше, как никто другой, и те слова, которые им нужны, вы тоже знаете лучше, как никто другой. Поэтому здесь не обезличиваем их труд и вклад, и говорим о них, что произошло, и как классно они там здорово поступили. А ругать, конечно же, периодически нужно, но, опять же, стараюсь, я лично, я говорю сейчас еще про свой опыт, что я стараюсь, например, при остальных какого-то определенного человека не ругать. Я скажу, что давай мы с тобой это обсудим попозже, мы с ним вдвоем садимся и обсуждаем то, что там случилось. Потому что иногда, ну, конечно, никто не хотел бы, чтобы его при всех поругали. Это все понятно. Поэтому здесь тоже, я думаю, что для вас, как для педагогов, здесь ничего страшного. Вот, ненужность – это как раз обесцениваем, про то, что я сказала в прошлый раз, и неизмеряемость. Вот это то, к чему я тоже хочу прийти. Я, к сожалению, еще не дошла до этого момента. Измерить свой критерий вот, оценки успеха. Сколько, не знаю, там, мероприятий мы провели, насколько качественными они были, да, сколько участников приняли в них участие. Понятно, что это какие-то общие критерии, которые у нас есть, не знаю, в какой-то нашей отчетности вечной. Но здесь как будто бы хотелось еще оценить себя как руководителя. Потому что раз мы можем оценивать и даем оценку своим ребятам, своим волонтерам, то и себе оценку тоже нужно давать. Что сегодня на этом мероприятии я очень много отдала на ваше усмотрение, да, передала вам, чтобы вы попробовали на себе вот эту ответственность. Возможно, я поступила там не очень хорошо, спасибо, что вы приняли все это на себя, и у вас так здорово получилось. Ну, то есть тоже как-то себя оценить и в глазах других,
и хорошее, и плохое, ну, опять же, да, не сильно, так, чтобы не потерять свой статус и лицо, вот, но признавать свои ошибки — это нормально, и это здорово, и, опять же, это очень много говорит о вас, как лидере мнений, о лидере ребят, что вы можете с ними поделиться, опять же, да, возвращаясь немножко к вашей обособленности, элитарности вашего коллектива. Так, ну и, наверное, это, наверное, последний или предпоследний, не помню, но вообще тоже очень-очень важная штука. Прижимайтесь друг к другу. Она называется так, но она немножко такая интересная. Тоже это от одной из, ну, в общем, организации, да, одного блока ячейки в Microsoft. Ребята во время локдауна, когда созванивались по скайпу, да, по зуму, там, онлайн-конференции проводили, они не спрашивали друг у друга, как идет работа. Они вообще не говорили о работе. Они говорили друг о друге, о том, что они пережили за эту неделю, о том, что случилось в их жизни. Они делились личным. Они пробовали там дыхательные упражнения, они там, ну, знаете, да, в зуме можно дать 5, да, или похлопать, вот, они, в общем, обменивались этим как на свечке. У нас же есть чуть-чуть же, да, более приятный вид времяпрепровождения, мы уже можем встретиться со своими ребятами хотя бы в своем кругу. Так, давайте, коллеги, чтобы тоже не заскучали, ваш опыт, например, свечки или обратной связи, который у вас есть в вашей организации. А я расскажу о своем опыте. У нас на работе, ну вот прямо сейчас в центре, где я работаю, у нас есть опыт, вы, наверное, знаете, это называется капуста. Это когда мы вместе сбегаемся, ну то есть неважно, кто с кем обнимается, просто вот сбегаемся, вот так, как капусточка. Мы кричим «капуста», сбегаемся, потом кричим «терки» и начинаем вместе прыгать. То есть тереться друг об друга, как капуста. Вот. И это, я не знаю, это имеет какой-то, казалось бы, что такое, просто какие-то обнимашки. Но это имеет невероятно действенный успех. У меня на работе все коллеги классные. Я так считаю, они все разные, они все классные. И вот эту традицию начал наш директор, и мне безумно радостно, и мы действительно чувствуем, что мы вместе, мы рядом. Поэтому обнимайтесь, ну, в пределах, да, разумного и наших каких-то ограничений ковидных, но делать что-то вместе, что-то пробовать, чтобы там один из ребят, совместная фотка. А вот какая? Вот просто совместная фотка? Или, например, вы каждый месяц фоткаетесь в снегу? Не знаю, там в декабре мы в снегу, в январе мы на елке, в марте мы в лужах, по лужам прыгаем, не знаю. Ну, в общем, такое. Это должно быть что-то настолько простое, но необычное, такое, опять же, что выделяло вас бы среди других. Возможно, даже имеете некоторый свой после общего дела. Угу, так, хорошо. Какой-то, тоже тема, да, кстати, да. Может быть, у вас есть некоторый сленг, на котором вы разговариваете, вы понимаете там друг друга, это тоже было бы классно. То есть что-то, что вас объединяет вне вашей деятельности. Что-то такое, что, да, объединяло бы вас не только добровольчеством, но и чем-то еще. Вот. Это было бы тоже очень здорово, и это было бы для вас душевненько. Так, я сейчас... Так, да, ну все тогда, да. Есть ли вопросы, и мне бы хотелось почитать ваши отзывы, может быть, я смогу... Спасибо. Может быть, я смогу на что ответить, может, я могу желающим, так, ну, не знаю, там, написать, например... Поделиться, может быть, своим опытом, потому что я думаю, что другим тоже интересно. Я думаю, что у вас есть какие-то свои традиции с вашими волонтерами. Поэтому ждем в чате
Ага, все пишут спасибо, успехов вам. И вам спасибо, коллеги, вашей непростой и довольно-таки, я бы сказала, наверное, полезной, неоценимой работе. Угу. Всех благодарят. Да. А можно поделиться по теме вебинара, как организовать проведение Дня добровольца, волонтера в России в школе? Могу рассказать тоже на примере ресурсного центра. У нас, например, есть мотивационная программа. Мотивационная программа, она действует целый год. Ну, то есть ребята попадают в рейтинг, участвуют в разных мероприятиях. Ну, то, что было бы классно, да? Они попадают в рейтинг, зарабатывают на определенное количество часов, или, например, у вас, ну, просто мне удобнее это вести, например, в Google таблицах. После, в конце вот года, как раз в конце ноября, да, начале декабря, мы проверяем, кто больше всего отработал, кто был самым эффективным волонтером, и в соответствии с критериями нашей мотивационной программы мы их выбираем и предоставляем на поощрение. Соответственно, в день волонтера, то есть там, 5 декабря, да, но сейчас это у нас получается 3 декабря, в пятницу, у нас будет награждение тех самых волонтеров. То есть это будет именно день поощрения и чествования тех самых классных и активных волонтеров, которые ну, были активны весь год. То есть это не просто некое там, мероприятие, да, для всех, оно именно такое для тех, ну, для ваших ребят. Что говорить, если говорить об этом как о каком-то дне, как, опять же, об этом можно говорить как о дне, когда можно популяризировать добровольческую деятельность. Опять же, можно рассказать о добрых уроках, выйти в классы. Я уверена, что вообще в каждом муниципалитете, районе, да, есть свой человек, отвечающий за волонтерскую, ну, организацию волонтерской деятельности на более высоком уровне. Можно пригласить его с этими добрыми уроками, можно попросить у него материалы. Я уверена, что он с радостью поделится. То есть я вижу этот день именно, ну, мое личное мнение, да, я его вижу как чествование активных, эффективных волонтеров и как день, когда можно популяризировать добровольческую деятельность. Это то, что можно вот провести у себя в школе, это доступно, это несложно. И думаю, что любой бы хотел, ну, согласиться, ну, опять же, да, например, я как руководитель ресурсного центра согласился бы прийти и провести этот урок. Для меня это несложно, я, наоборот, очень люблю ходить. Так, ага, каждый год письмо, количество часов награждения, проводим уроки добра, добрые дела. Вот именно для волонтеров как-то хочется провести праздник, спасибо. Вот, смотрите, здесь уже работает определенное мероприятие. Вы захотели провести какое-то мероприятие для своих волонтеров. Если мы говорим о них, об этих классных ребятушках, возможно, кто-то из них не получил мотивационный, да, набор. Понятно, что на регион очень сложно попасть. Возможно, у вас в муниципалитете нет, да, или в районе такой программы. И в школе, там, не знаю, как обычно, да, не хватает бюджета. Все понятно. Тогда мы проводим с вами мероприятие. Что здесь очень важно? Мероприятие создать какое-то тематическое. Именно какой-то стиль, например, выбрать. Это, опять же, возвращаемся к некой элитарности и способности быть вот в этом коллективе. Не знаю, например, провести в режиме премии и выдать, и вот в этот день сказать, что девочки приходят в платье, мальчики приходят, не знаю, в черных футболках. Ну, в общем, придумать вообще можно все, что угодно, просто чтобы в этот день они выделялись особенно, по-другому, не так, как обычно. Они пришли в той там форме, да, или в джинсах, в чем они обычно ходят. Это должно быть что-то необычное. Попросить другую аудиторию, другой класс, попросить актовый зал. Или выйти, например, вот в Сыктывкаре можно в ресурсный центр добровольчества региональный. То есть сменить обстановку, прийти туда и там провести, не знаю, например, квиз, да, пообщаться там, очень весело. Или вот, опять же, с премией, да, вручить там самый, не знаю, самый болтливый волонтер, там, волонтер, который помог большему количеству животных, и вручить вот каждому придумать, опять же, да, о каких-то очень личном, да,
не обесценивает труд, помня, что вот в тот-то день он вот был вот таким вот, не знаю, например, он когда-то летом, там, на 8 июля собрал много-много ромашек, и вот сфоткался, я вот помню это, я вручаю ему за это премию. Вот, то есть все зависит от вашего желания, от вашего представления о том, как должен выглядеть этот день, но самое важное, чтобы это отличался от ваших обычных посиделок с чаем и от ваших общих фотографий. То есть придумать какую-то тему и, соответственно, с ней от начала до конца. Так, сейчас я почитаю еще, что написали. Спасибо за позитивчик. Ага, молодцы. Вот, кстати, почему-то очень часто думают, что младшая школа не могут быть волонтерами. Могут быть волонтерами и очень даже классными, да? Да, совмещать нельзя, да, мы понимаем, представляем, вот есть возможность вот пригласить какого-нибудь куратора добровольчества. Я думаю, что такие есть, и они бы очень хотели. Мы хотим пойти в ресурсный центр. Да, ресурсный региональный центр, надо записаться к ним через группу ВКонтакте, у них там есть календарь, в какие дни им там свободно, удобно, можно записываться там. Я, к сожалению, записать не могу. Вот. Спасибо всем, что вы послушали, спасибо за ваши отзывы. Хорошего дня, хорошего вечера, празднуйте День волонтера. Да, уважаемые коллеги, спасибо всем огромное. Я думаю, что этот час общения с вами был довольно-таки интересным и полезным. Ага, вижу, что пишут все спасибо. Спасибо и вам. Надеюсь, что следующий год будет для вас год волонтерства самым продуктивным в ваших делах. Желаю всем удачи.